Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Грозный, главный архитектор города Грозный Алихан Такшаев, с которым и поговорим о новом районе города Грозный, который носит имя нашего президента России Владимира Владимировича Путина. 10 интересных фактов мы постараемся сегодня раскрыть. Машо. И сразу переходя к нашему разговору. Вот вы главный архитектор. Да, так точно. Перед началом нашего разговора. Вот сейчас, на данную минуту, над каким проектом работаете? Кроме района, о котором будем говорить. Ну, есть какие-то другие проекты? Конечно, безусловно, мэрия города Грозного и департамент в целом, строительство мэрии города Грозного и разрабатывает концепции застройки не только нового района, но и других частей района, и Ахматовского, и Шейх-Мансуровского, и рекреационных зон. Так что работы нам хватает, и мы не только занимаемся новым проектом в целом. Работаете над текущими какими-то проектами, которые мы в конце концов увидим в бетоне, в стекле. Безусловно, да. Как у вас говорится. Это только касается не только зданий, сооружений, это еще касается рекреационных зон, зон благоустройства, то есть территорий, которые необходимо благоустраивать, чтобы горожане могли прогуливаться, гулять, заниматься досуговой частью своей жизни. То есть без работы не остаетесь? Безусловно. Работы много. Работы много. На благо республики, города, людей. Правильно? Там, да, если я так скажу. Все правильно. Удается работать? Удается работать. Проектами как? Довольны, как главный архитектор? Безусловно. У вас же целая команда работает? У нас, да, целая команда. У нас еще также есть Институт развития города, пространство развития города, который непосредственно занимается уже разработкой концептуальных решений по развитию города. И как вы довольны командой? Там у вас молодые, насколько я знаю, архитекторы. Молодые, достаточно, они, возраст, он такой пограничный, есть и чуть постарше, и в основном все молодые, но радует то, что... Не столь большое значение Да, возраст. не имеет, но отрадно то, что все они являются выпускниками нашего Грозненского государственного технического университета. Это наши архитекторы? Это наши архитекторы, наши проектировщики, которые непосредственно днями и ночами занимаются строительством, разработкой, проектированием нашего замечательного города, и в целом республики. Приятно это слышать. И перейдем к основной теме нашего разговора. Давайте поговорим про факты, которые я отобрал. Правильно, неправильно, вам судить и вам отвечать. Договорились? Договорились. Итак, факт первый. Новый район – первый инвестиционный проект мастер-плана города Грозный. Прошу. Да, безусловно, в 2023 году, когда только запустили международный конкурс на разработку мастер-плана, мэрия города Грозного была в обязательном порядке включена в этот мастер-план одна из приоритетных территорий, которая сегодня успешно реализуется в рамках реализации мастер-плана. Это у нас замечательный новый район имени Владимира Владимировича Путина. А можно сказать, вот что входит в этот мастер-план? Там много проектов? Большой один проект или как? Это мастер-план, сам это документ большой, огромный, включающий в себя много аспектов, в том числе и транспортная инфраструктура, и социальная инфраструктура, и жилищная инфраструктура. И в рамках этого мастер-плана нами были определены несколько приоритетных территорий. Одна из них это является новый район, в том числе это у нас Черноречское водохранилище, это у нас концепции по городу, несколько территорий. И в связи с этим сам документ мастер-план – это документ пространственного развития, который включает много аспектов, которые я выше перечислил. То есть город Грозный развивается согласно мастер-плану. Так правильно будет? Да, город Грозный в рамках реализации мастер-плана мы также разработали в новой редакции документы территориального градостроительного зонирования, то бишь генеральный план и правила землепользования. В рамках этих документов город целенаправленно, планомерно развивается. Факт второй. В новом районе православный храм расположен между двумя мечетями. Да, безусловно. И у меня даже была такая мысль, что с юга и с запада, с востока храм оберегает две мечети,
с востока, с юга, с севера нам ничего не угрожает, в том числе Храмославному храму. Да, у нас в начале строительства, на начале района расположена одна мечеть, в конце пешеходного бульвара расположена вторая мечеть, и посередине расположен православный храм. Это тоже согласно архитектуре, Да, концепция, разработанной. да, согласно концепции разработки нового района и в том числе мастер-плана. Хорошо, переходим к факту третьему. В новом районе создана пешеходная зона длиной 2 километра, соединяющая две мечети и расположенный между ними храм. Да, 2 километра. Ну, если точнее, это 1,8, около 2 километров. Он начинается от улицы Назарбаева и заканчивается до перекрестка, ну, мечети, которая расположена на улице Коперника. Пешеходный бульвар, он есть. У нас также есть еще один пешеходный бульвар, который расположен на проспекте Путина, в новом проспекте Путина, который расположен не посередине, а это уже непосредственно отдельный пешеходный бульвар, на котором будут располагаться те или иные зоны для отдыха, для прогулки, для проведения досуговой части не только горожан, но и гостей. А какие зоны? Вот можно немножко поподробнее? Ну, там, безусловно, не будет спортивных площадок, потому что это прогулочная зона. Это теневые беседки, какие-то площадки для, Места допустим, отдыха. места отдыха, площадки для детей, допустим, Игровые площадки. игровые да? площадки. Вот, А такие кафешки маленькие. ну, там. смотрите, кафешки и рестораны у нас, соответственно, будут расположены вдоль Ну это да, понятно. бульвара, Толь, но соответственно, на этой пешеходной на этой дорожке, пешеходной, возможно, какие-то маленькие лаунж-зоны, возможно, будут. возможно, будут. Да, но это уже в дальнейшем, ближе к концу открытия и проектирования будет видно, да. Хорошо. Факт четвертый. Все компоненты для бетона, которые используются в строительстве, добываются в Чеченской Республике. Ну, к счастью, наша земля богата сыпучими материалами, которые необходимы для того, чтобы изготовить бетон. Непосредственно на месте все это ставятся заводы по изготовлению бетона. Единственный момент, если же проектом предусмотрена определенная марка бетона, которая не может быть достигнута благодаря тем компонентам, которые у нас есть, в этом случае, да, но таких исключений пока не было. Это если чтобы для точного понимания, чтобы понятно было, о чем я, допустим, высотный комплекс Ахмат Тауэр, который у нас в скором будет начат и залито уже осваивать, но в дальнейшем будет строиться. По проектной информации сыпучие материалы, которые в нашем регионе расположены, или Сыпучие материалы это песок, это гравий, цемент, песок, гравий. цемент, да. Он не подходил достаточно чтобы достигнуть той марки бетона, которая необходима. Получается, отвечая на ваш вопрос, для нашего района наши сыпучие материалы, цемент, песок, гравий, которые необходимы для изготовления бетона, добываются в нашем регионе. Все строительные материалы Да. добываются у нас, Да. в нашей республике. Нашей республики. Факт пятый. Все жилые дома оснащены системой «Умный дом». Ну, я бы дополнил, будут оснащены. Будут. Да, в финале проектирования, в финале строительства будут оснащены системой «Умный дом». А что туда будет входить в этот «Умный дом»? Это домофоны умные, какие-то датчики, которые передают информацию на какой-то определенный центральный аппарат реагирования, имеется в виду не МВД, а жилищно-коммунальная служба связана. Умные счетчики будут, умные счетчики и с водой связаны, и с электроснабжением. Все эта инфраструктура, которая так или иначе называется «Умный дом», будут предусмотрены и введены в эксплуатацию. Это обязательно. Это обязательно, да. Что будет? Это было это было главным условием при проектировании, и всем проектировщикам было дано задание, чтобы все это предусмотрели в своих проектных решениях. Понятно. Это заходишь в квартиру, включи свет. Но это уже зависит, скорее всего, непосредственно от самих жильцов, которые в дальнейшем Захотят, захотят, да, потому что Это как дополнительный бонус? Да, это уже это другая история, которая должна уже твориться уже непосредственно самими жильцами. Но если жильцы захотят, это можно Да, сделать. да, но все необходимые условия для этого будут предусмотрены. Вот это самое главное. Факт шестой. На данный момент более 50% квартир в домах
где уже открыты продажи, проданы. Ни для кого не секрет, что Грозный является динамично развивающимся городом в России, на Северном Кавказе в том числе. И у нас, извините за тавтологию, квартиры раскупают как горячие пирожки. Расходятся квартиры? Расходятся, да. Мы все видим в социальных сетях и на официальных сайтах самих застройщиков, девелоперов, что у них активно и очень удачно идут продажи квартир. Люди интересуются, покупают, вкладывают не только квартиры, но и в том числе и коммерческие помещения. Недавно и также уже по первой линии, которая у нас была открыта в прошлом году, уже собственники коммерческих помещений начали свои ремонтные работы, уже открылось несколько кафе, и другие собственники уже начали работы по строительству, ремонту и готовятся открыть уже дополнительные какие-то свои бизнес-проекты. То есть идут люди? Люди идут. Пустым не остается наш новый микрорайон. И не останется. И Будем не на оста- это надеяться. Мы в это верим. Мы в это верим. Хорошо сказали. Продолжаем. Следующий факт. Архитектура нового района отличается большим разнообразием. Каждый дом создан по индивидуальному проекту, предлагая уникальное сочетание стилей. Лишь дома, расположенные на первой линии, выдержаны в едином восточном стиле. Как вы с этим фактом? Так, нет? Этот факт тоже имеет место быть. Да, безусловно, как вы уже верно подметили, первая линия у нас выдержана в восточном стиле, так называемые дубайские дома. Что же касается второй линии по обеим сторонам дубайской линии, то да, есть разнообразие. Как я уже ранее сказал, проектировщики, непосредственно наши проектировщики разрабатывают, проектируют дизайн экстерьера этих домов. Все это согласовывается с департаментом строительства мэрии города Грозного. Все это также согласовано непосредственно с главой региона, главой Чеченской Республики, героем России Радамом Ахматовичем Кадыровым. Все это пристально рассматривается, согласовывается. Да, имеет место быть, где мы можем применить какую-то стилистику или похожий небоскреб, дом, но я не думаю, что это является зазорным, если кто-то скажет, что это копия, потому что плохое никто не копирует, во-первых, а во-вторых, мало скопировать какое-либо здание, необходимо его еще попытаться построить И сделать лучше. и сделать лучше, в том числе в сейсмичном чем я говорю. регионе, где у нас сейсмика достигает до 8-9 баллов. Это достаточно сложная процедура, сложные конструктивные решения. Просто взять и поставить коробку не получается. Так что да. Вот насчет сложности, а действительно, сложно было разрабатывать проект района. Я вас услышал. Да, безусловно, вы правы, тяжело, но для этого и создается проектные группы, которые днями и ночами, там же идет определенная стадия геологии, изыскания, потом чем я и изучают говорю. грунты, смотрят, рассчитывают динамику, на ветровые нагрузки, все это учитывается при проектировании. И это командная работа как архитектора, как конструктора, как расчетчика, который в итоге мы получаем определенные результаты, на основании которого уже непосредственно строятся такие красивые высотки у нас в новом районе, в том числе и в городе. То есть наш новый микрорайон, как наш Грозный, выдержит Даст Бог, иншаллах. любое землетрясение. Ну, об этом точно, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. Но проектная мощность рассчитана, скажем. Все необходимые условия, расчеты для этого сделаны. Но в любом случае жителям бояться нечего. Иншаллах. Продолжаем. В районе появится парк площадью 9 гектаров, зонами для пикников, спортивными площадками и аллеями для отдыха. Да, в проекте. Вот это меня так хорошо, приятно заинтересовало для пикников. Да, в проекте предусмотрен у нас большой парк площадью более 9 гектаров. Сейчас уже идут какие-то подготовительные работы на месте, проводятся земляные работы. Там, насколько я знаю, еще будет построен огромный бассейн с площадью, самой большой площадью бассейна. Будет и зона отдыха, и рекреационные, и прогулочные, все, что вы перечислили. И мы, дай Бог,
уже в этом году, возможно, увидим новый парк, обновленный, построенный парк в новом районе. Следующий факт. Одной из точек притяжения нового района будет пешеходный бульвар имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Безусловно. И что там будет? Ну, мы уже ранее выше говорили, что будет Да, ну тут пешеходный бульвар. немножко поподробнее. Да. Мы тогда говорили о пешеходной зоне, а тут бульвар. Ну, он и есть пешеходный бульвар, пешеходная зона. Это будет одна из самых длинных. То есть это и есть. Это и есть. Вот, хорошо, что сегодня пришли это Да. разъяснять, а то люди путают. Да, это и есть, это же пешеходная зона, пешеходный бульвар. Насколько я знаю, она уже будет самая длинная пешеходная зона, пешеходный бульвар у нас в городе. Мы все знаем, что у нас на старом бульваре Эсамбаева много людей посещает, прогуливаются. Она достаточно короткая для того, чтобы... Да. Но Хорошая. но хорошая и достаточно много Удобно. людей, да, массово собираются люди. И новый бульвар не останется в стороне, он Там будет на что посмотреть. еще ярче, еще краше, и будет на что посмотреть, будет новые дома по новым, по обеим сторонам, знаете, как прогулка по каньону. По сторонам у тебя будут высотные комплексы, яркие софиты, освещение ночное архитектурное, это будет идеальная прогулочная зона для наших горожан и жителей, и гостей столицы в том числе. Не сомневаюсь. В этом не сомневаюсь. Следующий факт. Вторая линия застройки будет включать в себя небоскребы до 30 этажей, которые станут новой визитной карточкой города Грозного. Да, вы правы, как я сказал, до 30 этажей. В каждом секторе у нас по 5 башен, каждая башня отличается своей индивидуальностью, как экстерьерами, так и полностью, как и содержанием. В начале пешеходного бульвара у нас будет располагаться, с одной стороны, башня, которая символизирует и по стилистику похожа на нашу боевую Войнавскую башню. И каждые другие башни индивидуально по-своему, по красоте и по содержанию. И эти же объекты, опять же, являются украшением нашего нового района и города в том числе. И есть какие-то сроки, которые можно сегодня раскрыть, озвучить, если это не тайна, вот когда со второй линии мы закончим работу? Ни для кого не секрет, насколько я знаю, все уже об этом говорят, знают. К 5 октября, насколько я знаю, вторая линия должна быть готова. 5 октября? Да. Будем ждать и надеяться. И последний факт. Ну, я даже не знаю. Ну, решать вам. Новый район города Грозного обещает стать значимой точкой на туристической карте города. Это возможно? Вот что там такого для туристов? Ну, казалось бы, дома, ну район, я понимаю, новый, но и все-таки. В прошлом году, когда управленческая команда города Грозного в лице мэра Асмагомеда Кадырова проходила обучение в школе, Московской школы управления Сколково по гостеприимным городам, мы рассказывали про нашу кухню, гостеприимство, территорию. И один из экспертов задал вопрос, а почему вам не попробовать еще сделать архитектурный туризм, архитектурный градостроительный. Так вот, я считаю, что новый район станет точкой притяжения для туристов, для того, чтобы они могли посмотреть архитектурно-градостроительную концепцию, как город развивается. Ни для кого не секрет, что более 20 лет назад это были руины, а сегодня это один из самых развивающихся городов России. Понимаете, я несколько раз был на первой линии, так скажем, нового района. Меня это впечатляет. Там уже есть на что посмотреть. А я представляю, каким будет вторая линия. И насколько это привлечет туристов, я уже понимаю. Я думаю, что это будет завораживающая картина. С вами я тут не могу не согласиться. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. И спасибо, что разъяснили данные факты. Хорошего дня.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Грозный, главный архитектор города Грозный Алихан Такшаев. Вы сами все слышали. Мне кажется, нам удалось дать разъяснение вот по таким, я бы сказал, важным и значимым фактам. Строительство нового района города Грозный, который носит имя президента России Владимира Владимировича Путина. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.